Давай, применяй собаку! Выстрелы, дым и мастерское задержание преступников. Показательные выступления кинологов все равно, что эпизод из боевика. Подавление огневой точки противника этот хвостатый профи выполняет за считанные секунды. Враг повержен и выдан правоохранителям. Дальше удивляют представители других пород, вопреки стереотипам, что работают с кинологами только овчарки. Здесь и лабрадор, и бельгийская овчарка, и русский спаниель. Последний специализируется на поиске наркотиков. Мешочек с запахом, похожим на запах запрещенного вещества, прячет один из старшеклассников. Предлагаю сдать запрещенные вещества. Иначе будет применяться служебная собака. А мы ничего не брали, у нас ничего нет. Применяет. Собаки этой породы не отличаются острым чутьем и достаточно очень хорошим темпераментом и заинтересованностью в работе. И этой собаке, маленькой и легкой, ей легче работать по наркоразному профилю, в плане где-то багажи, завалы. Она очень может сверху прыгать, может снизу подлезть. Ей проще, чем, допустим, считается, чем большой собаке работать. Следом знакомство с военной техникой БТР-80. Одни спешат занять место водителя и пассажира, другие залезть на крышу необычного транспорта. Интересно, что за 7 лет службы на боевые задания этот БТР так и не ездил. Используют его только для учений и вот таких экскурсий. А ведь эта 13-тонная машина таит в себе огромную мощь. Колеса идет толстостенные, пуленепробиваемые, может передвигаться даже без колес, даже без двух колес может на ходу оставаться. Плавающая может плавать до 9 км в час в течение 12 часов. У него 2 топливных бака по 150 литров на воде, у него имеются волнорезы. Далее занятия в спортзале. Бойцы демонстрируют основные приемы рукопашного боя. С их помощью за пару минут можно обезвредить противника, даже если он угрожает пистолетом, направленным в спину. Особый ажиотаж вызвала выставка боевого оружия. Пулеметы, пистолеты Макарова, снайперские винтовки, гранатометы и эволюция самого известного автомата – Калашникова. Любое оружие ребята могут подержать в руках. Для полного погружения в профессию школьники и студенты примеряют обмундирование сотрудников Сапсана. 10 килограммов – средний вес такого костюма. Жарко, тяжело и долго одевается. Подобные уроки в рамках профориентационной работы проходят 2-й год. Все, чтобы повысить престиж службы. Для тех, кто еще не определился с будущей профессией, здесь расскажут, как и в какой вуз можно поступить, чтобы пополнить ряды спецназа. Нам просто разнарядкой, приказом выдается то количество мест, та потребность, которая нужна для комплектования наших учреждений. И вот ровно столько мест, сколько нам дают для поступления, мы их комплектуем, и также вот это количество, которое заканчивают, мы их гарантированно трудоустраиваем. В этом году главный мужской праздник для сотрудников Сапсана дополнится еще и юбилейной датой. В начале марта отделу спецназначения исполнится 25 лет. Таисия Жакова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.